И там же, во Владивостоке, глава Коми сегодня записал обращение к жителям республики. Он рассказал, что еще в 2020 году дал поручение республиканскому парламенту перевести угольные и мазутные котельные на более экологичное топливо – газ, пеллеты, брикеты, дрова и щепу. Эта работа проводится поэтапно. В 2021 году в эксплуатации Коми тепловой компании на биотопливе было 45 котельных. К началу отопительного периода в 2022 их количество увеличилось до 58. А в этом отопительном периоде на биотопливо будет переведено еще 46 котельных. Наряду с модернизацией котельных в республике активно стимулирует производство биотоплива. Начиная с 2021 года правительство предоставляет субсидии по возмещению затрат на создание, модернизацию и расширение производства пеллет и топливных брикетов. На данные цели в республиканском бюджете предусмотрено 50 миллионов рублей. Для решения задачи по модернизации котельных мы используем собственные средства, сотрудничаем с социальными партнерами и привлекаем федеральные ресурсы. В феврале президент России Владимир Владимирович Путин проводил совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса Северо-Западного федерального округа. И я обратился к президенту, озвучил ряд предложений, в том числе и выделение средств на перевод котельных на биотопливо. Огромное спасибо президенту. Владимир Владимирович услышал наши предложения, и как результат республике был предоставлен специальный казначейский кредит. На эти средства мы построим новые пеллетные блочно-модульные котельные взамен 18 твердотопливных угольных котельных. Эти котельные появятся в Карткирусском, Кайгородском, Цисарском, Ижемском, Межпогодском, Прилузском и Печорском районах. Еще 2 мазутных котельные модернизируем и 5 котельных на биотопливо построим в Ударе, Карткиросе и Усть-Куломе. Всего благодаря федеральной поддержке появится 25 новых технологически современных котельных, способных обеспечить надежное и качественное теплоснабжение потребителей. Перевод мазутных и угольных котельных на биотопливо сократит бюджетные расходы. Только по предварительным подсчетам экономия составит 200 миллионов рублей ежегодно. Но прежде всего это снизит негативное воздействие на окружающую среду. Здорово, что центральная котельная в селе Усть-Кулом попала в этот проект. Что он нам дает? Сегодня самая главная проблема, с которой столкнулись жители, то, что мазут небезопасен. Практически в центре села у нас находятся емкости с топливом. Кроме этого, каждый год поступает огромное количество жалоб от населения о том, что большое количество сажи вырабатывается при сгорании мазута на котельной. Это все оседает на дома, оседает на объекты, на автомашины и так далее. Естественно, это не очень приятно жителям, и такого быть не должно. Но это еще и новый толчок в развитии лесопромышленного комплекса. После сокращения экспорта рынок сбыта переориентировался на внутреннее потребление.